И наступает новый день, 5 ноября 2025 года, за окном среда, 10 часов утра в Башкортостане, и канал «Аспекты Башкортостан» продолжает свою работу. У микрофона Руслан Валиев, и у нас с вами есть, дорогие друзья, какое-то время для того, чтобы обсудить текущую информационную повестку нашей республики, затронуть вопросы страны и мира, поскольку мы все-таки находимся не в безвоздушном пространстве, пока еще не в безвоздушном, хотя намерениями некоторых мировых лидеров, которых мы особенно хорошо знаем и к которым особенно хорошо привыкли, может случиться такое, что пространство станет вполне себе безвоздушным, либо с воздухом, который непригоден для проживания. Так вот, в надежде, что это не случится, мы с вами встречаемся и обмениваемся мнениями, держим руку на пульсе, за что вам отдельное спасибо. Присоединяйтесь к сегодняшнему разговору, чат оживает, первое сообщение от Азата получаю, и мое, я думаю, вы тоже видите. Будьте подписанными на наши каналы во всех социальных сетях. На всякий случай скажу, что есть ссылки на запрещенный в России Инстаграм, на полузапрещенный ТикТок, а также есть ссылки на возможности оказывать материальную поддержку нашему каналу, к чему вас убедительно призываю, скажем так. Давайте погружаться. У нас, как мы уже выяснили, среда и новости по итогам вторника, 4 ноября, которое в России было выходным днем, на всякий случай напоминаю, мы сейчас послушаем. Как минимум 2 человека пострадали в результате воздушных атак на Белгородскую область, утверждает губернатор. По словам Вячеслава Гладкова, под удар попали более 15 населенных пунктов. Минобороны отчиталось о перехвате 10 беспилотников над регионом, а также 3 над соседней Брянской областью. Сон сегодня видел. Не помню, конечно, деталей, как обычно, но во сне я свой гражданский мирный дрон запускал ради съемок, и его сбили. Кто сбил, почему, где это было, ничего не могу сказать. Но сны соответствующие начали приходить. Россия и Украина обвинили друг друга в убийстве 2 мирных жителей под Купянском. Видео, на котором 2 человека с собакой идут по дороге, а затем гибнут от ударов дронов, первоначально появилось в российских каналах. После этих публикаций украинские прокуроры заявили, что ответственность за убийство несет армия России. Москва приступила к серийному производству ракетной системы «Орешник», заявил Владимир Путин. Он добавил, что Россия никому не угрожает, однако развивает свой ядерный потенциал, как и все ядерные державы. На днях вооруженные силы России провели испытательный запуск ракеты «Буревестник». Владимир Путин подписал законы о круглогодичном призыве на срочную службу и привлечении резервистов к выполнению задач в мирное время. С января военкоматы смогут высылать повестки в течение всего года, а также проводить заседания призывной комиссии. Отправлять к месту службы будут, как и прежде, 2 раза в год. США официально сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавия», сообщили в Минфине страны. Из реестра также пропали самолеты, которые используются правителем страны. О планах отменить ограничения стало известно в сентябре после переговоров представителя Белого дома Джона Коула с Александром Лукашенко. Дизельное топливо подорожает в Турции из-за санкций против российских «Лукойла» и «Роснефти», пишет Reuters со ссылкой на заявление крупного турецкого поставщика «Гузель Энерджи». Американские ограничения привели, помимо прочего, к перебоям с поставками и росту расходов на страхование. Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил артист балета Николай Цискоридзе. По данным связанных с силовиками телеграм-каналов, утром Николаеву, у которого диагностировали рак легких, стало плохо. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Как многие пишут, Николаев долгое время болел и боролся с заболеванием, однако победить его не смог. Люди нашего поколения, конечно, его прекрасно помнят.
как телеведущего одного из ярких конца 80-х, всех 90-х буквально. Ну что ж, жизнь конечна, и это неудивительно. DreamWorks Animation, пишет нам адвокат Павел. Что имеете в виду, Павел? Сообщите, пожалуйста. Клара Целкина, Стобавовна вместе с нами здесь. Ну что ж, вчера мы в эфире не были, в общем, новостей не было, сами понимаете, 2 выходных дня, или 3 в сумме получается, были в России и в Башкортостане в частности, поэтому обсуждать особо было нечего, но надо сказать, что в эти дни вновь не обошлось без беспилотной опасности, так называемой, соответственно, были отключения, и все идет привычным по плану, видимо, да, как у нас принято шутить, печально шутить на тему происходящего. Вот. Ну, конечно же, понятно, качество жизни от этого никак не улучшается, а лишь ухудшается. Так, это вы про сон шутите, я понял, ясно. Так, ну что ж, соответственно, к конкретике, которые у нас в эти дни были. Так вот, случился очередной взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе. Как все происходило? Давайте смотреть. По данным Министерства обороны России, в ночь на вторник над Башкортостаном были сбиты 2 украинских беспилотника. Вскоре Ради Хабиров сообщил, что промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке. Любимая у него формулировка, ну и не только у него. По словам Хабирова, силами Министерства обороны и Службы безопасности предприятий оба беспилотника были уничтожены. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, написал Хабиров, точнее его помощники. Глава администрации Стерлитамака, Эмиль Шеймарданов. Я в данном случае не совсем уверен, что правильно названо имя или должность данного человека. Ну ладно, процитирую, как пишут журналисты. Так вот, некто Шеймарданов уточнил, что в цехе водоочистки АО СНХЗ произошел взрыв. Частично обрушилось здание цеха, где в тот момент находились 5 сотрудников. Никто не пострадал, по предварительным данным сообщал он. Издание «Астра» геолоцировало видео возгорания в Стерлитамаке, где после взрыва был поврежден местный нефтехимический завод. В итоге, что мы имеем? Башкортостан остается лидером по количеству погибших на войне против Украины. Если что, на всякий случай, даже счетчик аспектов несколько дней назад, уже даже больше недели назад, перевалил за 7 тысяч верифицированных имен и фамилий. На всякий случай это сообщаю, поскольку в эфирах мы еще не проговаривали. В общем, как говорил Владимир Ильич, вождь мирового пролетариата, верной дорогой идете, товарищи. В общем, что там на самом деле в Стерлитамаке, если там реально пострадавшие, а может быть даже погибшие, пока выяснить, понятно, нельзя, но, наверное, информация рано или поздно просочится. Так, Азат утверждает, что он глава города, Эмиль Шеймарданов. Я почему замешкался в моменте? Я знаю активиста из Стерлитамака Эмиля Шеймарданова, который, ну, скажем так, много лет активист, очень своеобразная у него как бы стилистика, назовем это так, мягко. И меня очень удивило, что полный тезка является главой города. Уж точно он им стать не мог, активист. Ну, все-таки был в какой-то мере оппозиционером и является, наверное. Пытался баллотироваться на всякие выборы, правда, шел там от «Справедливой России», еще от кого-то. Это как у нас у многих ребят есть в голове кавардак, когда они с одной стороны вроде критикуют власть, выступают в защиту Куштау, за все хорошее против всего плохого, но при этом не критикуют Кремль и его главное преступление, которое длится уже скоро как 4 года. Вот, ну ладно, уж как говорится, простите.
Вот. Ничего, я думаю, криминального в этой путанице нет. Просто удивительное такое наблюдение. Вот. Ну, а мы дальше двигаемся. И вокруг Стерлитамака увидим другую новость, которая, ну, вроде как выглядит позитивной. Хотя это как посмотреть, опять же. Чистая прибыль башкирской содовой компании с начала года, только с начала года, превысила 3 миллиарда рублей. Эта сумма высчитана за 9 месяцев, то есть по сентябрь включительно. За это время предприятие получило более 3 миллиардов 410 миллионов рублей чистой прибыли. Промежуточная отчетность компании опубликована в Центре раскрытия корпоративной информации. При этом выручка БСК за текущий год уменьшилась по сравнению с предыдущим годом почти на 2,3 миллиарда рублей. А чистая прибыль тоже все-таки уменьшилась, но всего лишь на 333 миллиона рублей. Тут есть информация о дебиторской задолженности, значит, которая меньше, чем в прошлом году. Объем обязательств БСК при этом в целом немножко подрос. В общем, цифры тут немножечко разнонаправленные, но главное мы видим, прибыль очень неплохая. Официально БСК зарегистрирована в Стерлитамаке. Является она крупнейшим российским производителем кальцинированной соды. Также предприятие производит каустическую соду, хлор, мыло, соль, поливинилхлорид, промышленные газы и другую химическую продукцию. Ну и самое главное, что 57,4% акций БСК принадлежит холдингу «Росхим», который аффилирован с друзьями кремлевского хозяина Ротенбергами, и 38,4% принадлежат правительству Башкортостана. В общем, как-то так. Компания, кстати, на всякий случай напоминаю, насколько я помню, ни в какие санкционные пакеты не включена. Может быть, в какие-то и включена, в частности, например, в украинские. Но в целом успешно продолжает внешнеторговую деятельность, несмотря на, казалось бы, очевидность того, чтобы принять обратное решение. Так, Азат пишет, у меня отец говорит, что со Стерлитамака люди уезжают в деревни, в другие города едут, продают жилье. И они тоже думают уезжать, очень неспокойно. Вон как. Ну, что тут? Кому-то, наверное, можно посочувствовать, а над кем-то, может быть, даже ухмыльнуться, хотя, опять же, это очень сложная тема, как и любая тема, связанная с тем, когда мы начинаем рассуждать на тему, а что справедливо, а что нет. Это как вот дискуссия, которая развернулась у либеральной тусовки, назовем ее так, на тему того, а можно ли сочувствовать там, военнослужащим РФ, которые, например, там оказались недобровольно или добровольно, но не очень понимая, что происходит, и так далее, и так далее. Сами понимаете, вопрос очень-очень непростой. Я сам неоднократно приходил к определенному тупику, пытаясь коротко в 2 словах сказать, что я на эту тему думаю. С одной стороны, это вот черное, с другой стороны, не совсем. В общем, погружаться в эти дебри давайте пока не будем. Нет такого, казалось бы, важного повода на данный момент. Так, Закивариди сообщает нам, что смотрел Геннадия Хазанова на канале «Культура». Он сказал, что не будет коррупции, будет беда, что, может быть, лучше управлять людьми, которые у тебя на крючке, потом, когда надо отнять. Я разовью в этом смысле мысль. Вообще, вот как раз-таки нынешняя, так с позволения сказать, армия, по сути, наемническая, она ведь почему сформировалась и продолжает, в общем-то, пополняться? В том числе нашими дорогими выходцами из Башкортостана, нашими соотечественниками, в общем-то, потому что сформировался огромный класс людей, зависимых, закабаленных долгами, кредитами, немыслимыми процентами, не имеющими
перспектив не то что будущего, но даже ближайшего времени. Вот это огромная, в данном случае в переносном смысле, армия мужчин, которая заполонила страну за 25 лет путинского правления, это прекрасная, уж простите, сырьевая база для пополнения любых структур, в которых платятся большие деньги. Иногда возникает ощущение, что это чуть ли не часть большого хитроумного плана. Ну, конечно же, нет. Я не сторонник такого рода конспирологических теорий и объяснения происходящего многоходовыми операциями. Ну, нет таких, знаете ли, провидцев среди тех, кто принимает решения, чтобы так долго планировать. Но в нужный момент, для них нужный момент, оказалось так, что действительно страна очень подходит. Бесправные, обворованные, закабаленные люди, которые по сути превратились в рабов, являются прекрасной основой для того, чтобы делать из них, ну, вот это вот самое ужасное орудие убийства. Так. Интересные сообщения от Азата, да? Общаются с семьей очень уважаемых докторов, но думают уезжать в Турцию. Ну, какой-то вариант. Турция, прекрасно. Да. Это, наверное, не наверное, а очень даже правильное решение. Ну что ж, что у нас дальше? Значит, День народного единства, который состоялся вчера, который, наверное, в очередной раз у большинства населения каких-то эмоций не вызвал по понятным причинам, просто по причинам того, что у людей нет знаний и нет понимания даже, как называется этот праздник. Но все-таки публика думающая, так или иначе следящая за историей, за новостями, знает более или менее, что это за день такой, и что, в общем-то, в нынешнем виде он был сформирован уже при Путине. Правда, некоторое время значения этому дню особо не придавали. С другой стороны, пропаганда очень давно пытается людям объяснить, что за день такой 4 ноября, что там в 1613 году случилось, когда некое народное ополчение выгнало из Кремля поляков. Году в 2007-2008 на экраны, помню, вышел фильм 1613. В главной роли был замечательный, как оказалось, человек и актер Артур Смольянинов, который рассказывает сейчас о своем участии в том фильме, значит, и объясняет свое участие тем, что, ну, в общем-то, он тогда ничего не понимал, и, в общем-то, был молодой пацан, и участвовал в том числе и в пропаганде. Ну, ладно, это осталось незамеченным, это было, на самом деле, и тогда смешно, сейчас еще более смешно. Вот. Но ведь мы должны смотреть глубже, проблемы-то есть. Вот, например, наши дорогие коллеги из Пруфов зачем-то на эту тему материал подготовили. Хотя, на мой взгляд, иногда лучше молчать. Вот в данном случае, наверное, не стоило этого делать. Опять же, свободу слова никто не отменял, право, конечно же, имеют, согласен. Но вот это подыгрывание пропаганде государственной нынешней идеологии в чистой воде. Чистой воды, прошу прощения. Я не то чтобы против единства, так называется этот праздник. Единство – это хорошо, вражда не нужна, это все понятно, нужно в едином порыве, в общем-то, развиваться, созидать и прочее. Вот. Тем более, что так уж сложилось действительно, хотим мы этого или нет, что мы многие годы живем бок о бок, представители разных национальностей, и пусть оно будет дальше так, вне зависимости от того, во что превратится государственно-территориальное устройство данной большой территории. И вот в пруфах тут высказывание коллектива. Ребята рассказывают, какие у них семьи, у кого родители разных национальностей, и как это никому не мешало, и как это замечательно. Аналогично я мог бы сказать и про себя тоже. Вот. Но, опять же, в нынешней конъюнктуре, мне кажется, это как бы не очень.
Ну и Рамиля Рахматова, наверное, процитирую. Тем более, что вот он всякий раз вроде бы уже мы все знаем и привыкли, но расстраивает больше всех. Он пишет объективно сначала. «Пожалуй, ранее я не воспринимал данный праздник, как и все. Мне, как историку по образованию, он казался искусственным конструктом. Прекрасно, ведь так оно и есть. Но в последние годы происходящее в мире, борьба нашей страны за свое существование и суверенитет, то есть, как выясняется, люди, казалось бы, образованные и не глупые, всерьез говорят о том, что, оказывается, страна ведет борьбу за свое существование и суверенитет». Вот посмотришь на все происходящее, и создается единственно верное, мне кажется, ощущение, что страна, сама того не осознавая, ведет борьбу не за свое существование, а за собственное прекращение существования, знаете ли. За ликвидацию. Потому что в разумном, как говорится, состоянии души борьба за существование выглядит иначе. Вот так коротко я, наверное, на это отвечу. Ой, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Так что, если интересно, что думают ребята на этот счет, почитайте. И пишите, кстати, что вы думаете о Дне народного единства, который состоялся вчера. Тем временем «Ведомости» пишут, что демограф Алексей Ракша сказал, что в нацреспубликах есть много национальных активистов, которые помогают искать погибших. Одна из причин, почему статистика перекошена. В русских регионах всем пофиг. Возможно, он прав. Возможно, он прав. Но все-таки я бы не сбрасывал со счетов элементарно население Республики Башкортостан. Это один из крупнейших по населению регионов страны. Но плюс старания республиканских властей. Это все-таки со счетов сбрасывать не нужно. Так. Стобавовна сообщает, что надо поддержать ФБК, запрещенную в России организацию, с их инициативой не дать поехать Ильдару Абдразакову на гастроли в итальянский театр в декабре этого года. Вот в какой-то веке действительно согласен не с вами, а с инициативой. Это, наверное, правильно. Я действительно краем глаза эту информацию увидел. И есть, наверное, не наверное, а точно вполне в этом логика. Удивляет в этом смысле подход некоторых деятелей европейских стран. Ну, на то это и все-таки европейские страны, где есть разноголосица, есть демократия, и действительно одна рука может не знать, что делает другая. Вот, но почему-то все чаще вот мы слышим о том, что идут вопреки общей линии, вопреки санкциям именно некоторые страны. Эти вот южные чаще, да, такие, которым, как правило, даже раньше, даже во времена Холодной войны, было немножечко по барабану. То есть дружить, так, ну, пожалуйста, с Советским Союзом, почему бы и нет. Италия с СССР тоже были на короткой ноге, как говорится, да, несмотря на то, что в разных военно-политических лагерях присутствовали. Вот, если новость мимо прошла, друзья, можете легко найти в том же Телеграме несколько, как минимум, сообщений промелькнули, наверное, их там больше, чем несколько, на тему Абдразакова, который вновь решил выступить на итальянской сцене. Все-таки люди, открыто поддерживающие правящий режим, не должны иметь доступ к таким благам, как выступление на международных площадках. А есть ли какой-то архив тех, кто из Башкортостана поддерживает войну? Может, скриншоты их слов, записи их, чтобы потом они не смогли отмазаться? Мне неизвестно, чтобы кто-то вел такую базу. Если посмотреть на базу того же ФБК, то там есть Абдразаков. Ну, они наверняка, конечно же, по менее значимым фигурам из регионов информацию не собирали. Поэтому, конечно, в нашем случае имело бы смысл данным вопросом озадачиться и каким-то образом эту базу сформировать, безусловно. Так.
Зуля Булавкова сообщает, что 15 декабря будут отмечать День тюркских языков. Это любопытно. Так, что у нас тут? Трансляция идет. Нормально. Какие-то были проблемы, да, друзья? Я видел какие-то небольшие сбои, связанные с картинкой. Она немножко застревала в качестве стоп-кадров, скажем так. Азат, вы уточняете, да, что реестр должен быть не только про знаменитости, а про не сильно публичных людей. Ну, надо сказать, это серьезная работа. Это требует определенных усилий. Ну, понятно, что любая серьезная работа требует усилий. Но вообще я бы, конечно же, эту мысль как-то развил. Давайте ее не забывать. Может быть, возможности у кого-то в обозримом будущем на это появится. Вот. Дальше. Дальше к другим новостям, ну, скажем так, может быть, не столь очевидным, но которые были в информационном поле последние дни. Многие СМИ решили написать о том, как в Башкортостане кто-то расстрелял лебедя. Речь идет про инцидент в Чешминском районе республики. Там обнаружили лебедя-шипуна, в которого стреляли неизвестные. Инспектор Министерства экологии региона и сотрудник полиции предприняли все меры на месте и после этого экстренно доставили птицу в Центр реабилитации диких животных Пин и Пуф. В общем, что из этой новости можно почерпнуть? Птицу, конечно, жалко, безусловно. Вообще лебедей стрелять не принято, да и по большому счету я бы дальше, как говорится, развил тему по поводу охоты. Вот. Но, по-моему, ничего удивительного. Как бы, опять же, в условиях, когда страной правит нормализация жестокости, это вообще никого не должно удивлять. Если уже нормально стало стрелять соседа, прохожего, я не знаю, ребенка даже, то попытка убийства дикого животного, наверное, как бы это ни звучало ужасно, не является чем-то удивительным. Опять же, в этой ситуации простой вывод приходит на ум: за что боролись, на то и напоролись. Прекрасно, идем верной дорогой. Это уже движуха или еще нет? Добавлю я уже заезженный мем из интернета. Вот. Ведомости пишут: сейчас все преступления фиксируются, цифровая эпоха. Ну, так-то оно так, но мало того, что информация где-то там сохранилась, ее же надо как бы накопить. Кто ее будет потом искать? Вот условно есть у нас какой-нибудь член, я не знаю, СПЧ при главе республики на сегодняшний день, которого, например, я лично даже знаю, там, мы раньше были коллегами, так сказать. Большинство, подавляющее большинство его не знает. Он ясно такой же заитник, как и все. Хотя бы в постах он это все официально поддерживает. Когда все случится, никто и не вспомнит, что он об этом писал. Хотя в интернете это все есть, если искать. Но никто искать не будет, потому что не будет ни у кого на это ни сил, ни времени. Я понимаю, что имеет в виду Азат. А вот чтобы потом такие люди, как говорится, не остались незамеченными, надо бы, конечно, своевременно это все фиксировать. Только ого-го, какая это сложная задача, на мой взгляд. Тем более, как только что-то случится, они сразу все почистят, как и верно замечает Азат. А на улице Кувыкина с балкона второго этажа висит флаг Вагнера. Видимо, ЧВК Вагнера вы имеете в виду. Ну, в общем-то, тоже неудивительно. Как бы это парадоксально ни звучало, на сегодняшний день, в условиях этого ужаса, который мы наблюдаем, все больше понимаешь, что более или менее нормальной, адекватной, человекоориентированной структурой во всей этой махине была именно вот эта вот организация во главе с очень печально известным, но с другой стороны
похожим на живого человека Евгением Пригожиным. Еще раз, да, не хочется, конечно, ни разу его оправдывать, там, хвалить и что-то, учитывая весь его послужной список. Но, блин, вот, ну, в некотором смысле и в конкретный момент времени, в июне 2023 года, ведь на него возлагали надежды очень разные люди. Опять же, парадоксально это все, конечно. Ой, футбол, знаете ли, существует. И даже в Уфе каким-то образом движется, так скажем. Так вот, в своей первой лиге, где футбольный клуб Уфа присутствует, он поднялся аж на 12 место, что, конечно же, очень далеко от лидерских позиций и от шансов вновь когда-то попасть в высшую лигу, которая у нас называется премьер-лигой. Почему-то наши СМИ, в том числе и вроде как относительно независимые, решили об этом написать целую заметку. Если вдруг за футбол в республике болеете, посмотрите. В то же время Салават Юлаев, испытывающий серьезные сложности в этом сезоне, но вроде как какие-то победы начал на льду завоевывать. Так что для болельщиков есть повод для оптимизма. Ой, Клара пишет, моя сестра также поддерживает наших мальчиков гуманитаркой. Вот что мне делать с этим? Внушение моим не поддается, с этим жить. Очень понятно и, да, не печально, конечно, это слышать. Вот. Что у нас есть еще? Из разряда отъезд кукухи. В Уфе с молодежью, знаете ли, обсудили вопросы. Какие вопросы? Безопасности в интернете. Вроде бы нормальная тема, да? Надо бы обсуждать с молодежью такие вопросы. Безопасность надо, как говорится, чтить и за безопасностью бдить. Но если посмотреть дальше, то все становится ясно. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насреддинов вместе с героем России Денисом Чернавиным, кто бы это ни был, встретились с молодогвардейцами и студентами Уфы. В рамках открытого диалога они рассмотрели вопросы медиаграмотности и личной ответственности. Кто кого учил-то медиаграмотности? Молодежь Уфы этих товарищей или наоборот? Ну, впрочем, даже вникать не будем. Это БСТ сообщает, если что, на всякий случай я уточню. Башинформ сообщает также позитивной новостью, нас всех, значит, награждает. И опять же, что бы это ни значило, давайте разбираться. Башкирия вошла в топ-10 регионов-участников Обилимпикса. Еще раз, топ-10 регионов-участников Обилимпикса. Вот, как хотите, так и понимаете. Видимо, мы должны радоваться. Топ-10, это же круто, какой бы ни был этот топ. Но если все-таки посмотреть дальше, что это такое, тут даже нет... ну вот, национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Видимо, так. Это и есть Обилимпикс. Республику на этом турнире представили 17 человек. В рамках соревнований прошел финал среди ветеранов СВО, отдельно прошел. Там второе место по компетенции токарных работ на станках с ЧПУ занял соцкоординатор филиала Госфонда «Защитники Отечества» Артем Мухарямов. То есть не ветеран СВО, а человек, который распределяет деньги в Госфонде, который существует за счет этой истории. В общем, сами видите. Ну и, конечно же, с нетерпением ожидает республика, по мнению пропаганды, прямую линию Радия Хабирова. И вышла очередная статья на эту тему. Она называется «Как исполняются поручения Радия Хабирова». Как они исполняются? Я думаю, вам, нашим зрителям, нашей аудитории это хорошо известно и известно лучше, чем, например, мне.
Но если посмотреть, что пишет пропаганда, то это выглядит так. Значит, в прошлом году в ходе прямого общения с жителями республики Хабиров ответил на 65 вопросов в прямом эфире. Всего на прямую линию тогда поступило почти 9 тысяч обращений от жителей республики, и больше половины из них во время прямого эфира. Глава региона тогда подчеркнул, что ни один из вопросов не останется без внимания, и все обращения будут взяты в работу. Значит, первое, что выделяется красной нитью, как вы думаете? Правильно, поддержка бойцов и членов их семей. Значительная часть вопросов во время такого общения всегда посвящена мерам поддержки участников СВО и их семей. Я бы поосторожнее на месте автора публикации. Такими формулировками вы даете понять людям, что процент таких семей огромен. То есть это что нужно сделать, чтобы доля этих вопросов стала существенной? Это значит, надо сделать так, чтобы доля этих людей стала существенной. И, видимо, уже стала, раз вы так утверждаете. Потрясающе. Потрясающее саморазоблачение, так скажем. Значит, социальная сфера в центре внимания. Дальше пункт. Ну и, соответственно, много-много букв на эту тему. Я думаю, что особо задерживаться здесь не стоит. И вы сами, опять же, все прекрасно понимаете. На тему безопасности в интернете, интересно, шутят ведомости. Это детей обучают не смотреть программу «Аспекты республики». Мы тут все сейчас нарушители. Как бы эта шутка ни была мила, к сожалению, это печальная правда. И не сомневаюсь в этом. Может быть, они там отдельно, конечно же, нас не выделяют и не называют, но они же нас всех скопом выделяют в неких врагов, предателей, иноагентов и так далее. И без разбору, без понимания, без внимания. В общем-то, и им это не нужно на сегодняшний день. Все очень просто, все черное и белое. Впрочем, для нас тоже надо отдать в этом смысле должное. Вот. Таким образом, мы с вами подошли к новой, скажем так, рабочей неделе, пусть и совсем короткой. Постараемся встречаться дальше каждый день. Вот. А я на этом буду закругляться. Желаю всем хорошего, продуктивного дня по возможности, ну и моральных сил дальше терпеть происходящее. Ну и ждать, может быть, всего-то чего-то позитивного в конце или ближе к концу. Мы против аспектов. Хэштег придумал Павел. Давайте перестанем подсказывать. Это вот кроме шуток. Они не всегда могут догадаться. А потом раз и что-то очевидное появляется. И, соответственно, придумать становится проще. Но, с другой стороны, переоценивать наше значение тоже не будем. У нас маленькая узкая аудитория. Мы друг друга практически в лицо знаем. Ценим в этом смысле, и, можно сказать, у нас в некотором роде такой, знаете ли, большой видеочат. Ну, правда, вещает всего один участник этого чата, вот, но все-таки это определенная крайне узкая прослойка. В любом случае, всех ценю, уважаю, люблю, низкий всем поклон и до новых встреч. Пока.